Салам, друзья, меня зовут Саша, как обычно. Я думаю, пришло время долгожданному видео. Все вы пишете, давай третью часть. Ну что, третья часть, встречайте. Бум! Сегодня, как вы уже, наверное, все догадались, мы будем получать очередную порцию крутой и интересной информации про такую замечательную страну, как Кыргызстан. Сегодня мы узнаем путь Кыргызстана к первому объединению в Центральной Азии. Также мы с вами узнаем про кыргызов и монголов. Это круто. Ну а если вы вдруг не видели вторую часть или даже первую, то я вообще не могу понять, что вы сделаете здесь и почему вы до сих пор не посмотрели первую и вторую часть. Вот первая, вот вторая, все ссылки в описании, в подсказке. Let's go! Друзья, а если у вас есть какие-то мысли, какие-то интересные советы, идеи, пишите их все в комментарии, буду очень ждать, обожаю прислушиваться к вашим советам, мнению, комментариям, фактам и все тому подобное. Я люблю читать и познавать. На мне уже интересно что-то узнавать, познавать, поэтому история Кыргызстана часть 3, поехали! Погнали! Если ранее наша история была отрывочной и с пробелами в 100-500 лет, то с пришествием... Да, потому что постоянно говорили то, что больше упоминаний о кыргызах не было, больше не было. Чингисхана мы можем отследить судьбу кыргызского народа более тщательно и последовательно. Да. После сладостных лет великодержавия с 940 года новостей с Енисея было немного, вплоть до 1200-х годов. Но потом, с приходом, в 1162 году стало рождается на больше. свет мальчик со сгустком крови в руке, Это и есть что тот было Чингисхан. знамением величия. Этому мальчику суждено было стать самым великим полководцем, Да. ханом ханов, и прославить кочевой мир. Конечно же, это Чингисхан. Чингисхан. От рождения Темуджин. Он изменит всю мировую историю, в том числе и кыргызскую. Мгм. Посмотритесь в зеркало. Половина из вас увидят там черты монголоидов. Как так? Кстати, не знаю по поводу чертов монголоидов. Если Но- ранее кыргызы были рыжими и голубоглазыми европеидами, начиная со времен Чингисхана, история кыргызов очень тесно связана с монголами. Кыргызские и монгольские племена пережили множество войн, союзов, ассимиляцию и И переселение. опять воины союза. Современный кыргызский народ – это, скорее всего, симбиоз монгольских и древнекыргызских племен. Вот И почему кыргызы и монголы. кыргызские племена сумели сохранить свой язык. Что же Кыргыз-телей. общего у кыргызов и у монголов? Давайте В узнаем. первую очередь кочевая культура, которая почти полностью идентична. То, что они туда-сюда Кусочки переходили, хлеба, да. маленькие булочки в Монголии называются борцок, транспорт она, бозуй, кымыс и много чего другого тоже всё схоже одинаково, с нашей да? культурой. В 1206-207 году Темуджин Ух. покоряет енисейских кыргызов и другие народы Сибири и называет себя Дженгисханом, что Джингисхан. в тюркских языках означает «непобедимый». Во всем Ух ты. мире его знают именно под этим именем. А он хорошего мнения был о себе. Непобедимый. Спустя одно десятилетие, в 1218 году, енисейские кыргызы подняли восстание. Чингисхан отправляет на подавление бунта своего старшего сына Джучи, Джоочу, истребитель врагов. После Ух подавления Чингисхана переселяет Крутые часть у них кыргызов имена были. в Монголию, часть в Китай и часть в Центральную Азию. Это первое документальное переселение кыргызов на территорию современного Кыргызстана, описанное в персидских источниках. То есть Второй они уже этап живут там, переселения где кыргызов сейчас. приходится на время противостояния внуков Чингисхана, Кубилая и Хайду. Кубилая – сын младшего сына Чингисхана Тулуя, и Хайду – внук третьего сына Чингисхана Угидея. Кубилай был ханом и Угидея. управлял Китаем и Монголией. Хайду же оспаривал его права, и апогеем их противостояния был Курултай улусов Чагатая и Угидея в Таласской долине В 1269 году. в 1269 году, Да. где Хайду объявил себя ханом, создав свое государство в Центральной Азии со столицей Тарсакент, современный Караджигач, Бишкек. А тем временем на Енисее кыргызы в очередной раз... А еще когда-то он назывался по-другому. А кто знает, как он назывался по-другому, пишите в комментариях, потому что я, если честно, уже забыл. восстают против монголов. Хайду заключает с ними союз и отправляет на подмогу войска. Но в 1293 году Хубилай разбивает основные силы кыргызов на Опять. Енисее и приказывает переселить кыргызов в разные регионы, как это когда-то сделал Чингисхан. Тем кыргызам, которые успели откочевать самостоятельно из Алтая и Енисея, помог Хайду, разрешив разместиться в центре. Уже видите, как быстро все так продвигается, да? Еще в первой и второй части было все так медленно, потихоньку. Там ждали, там в спину обошли, а здесь уже так все быстро, они туда-сюда перемещаются, мигрируют. Центральной Азии. Интересно. Большое количество кыргызских племен, насильно Так прям в переселенные боевике как. Чингисханом и Хубилаем, Очень растворились динамично. среди монголов и китайцев.
А кыргызские племена, которые переселились в Центральную Азию, вместе с монгольскими племенами составляли основную силу Хайду-хана и сформировали современный кыргызский народ. Поэтому некоторые из нас в зеркале видят монголоидные лица. Но при этом до сих пор встречаются много желтых кыргызов, у которых цвет волос не черный, а рыжий, а глаза зеленые. Кстати, я не помню, чтобы я кого-то из исполнителей кыргызских помнил рыжими. Может быть, я забыл? Напишите в комментариях, смотрели ли мы кого-нибудь с таким вот цветом волос. После последнего раза в конце 13 века кыргызы оказались в государстве Хайду. Хайду был мудрым правителем, с мудрой налоговой и экономической политикой, которая не ложилась бременем на народ. Он запретил кочевникам пасти скот на землях земледельцев. Ведь временами бывал падеж скота, а временами засуха. Плюс они топчут. Кочевники и земледельцы нуждались друг в друге, чтобы не умереть с голоду. Возможно, именно поэтому мы, кыргызы, живем преимущественно около гор. Со временем Хайду постарел и умер. Улус, в котором он правил, Чагатайский, распался на два государства – Магалистан, Южный Казахстан и Северный Кыргызстан, и Маверанахр, Фергана, Таджикистан и Узбекистан. Магалистан был государством, сложное название такое. Впоследствии эти два государства будут воевать друг с другом. Большая часть кыргызов была в составе Магалистана, участвуя в войнах на стороне этого государства. Так при Хайду кыргызы жили мирно, пока не родился второй великий азиатский полководец – Амир-Темир, который во многом был похож на Чингисхана. Он не был чингизидом и поэтому не мог стать ханом. Но он женился на вдове хана Маверанахра, что дало ему возможность управлять государством. В народе за это его прозвали Темир-Гураган. Темир-зять. Как знаете, как Тимир-ураган. Он воинами против Магалистана и Золотой Орды. Воины Темира проходили и через Иссык-Куль. Санташ тому доказательство. Темир в начале похода приказывал всем кинуть по камню, чтобы знать, сколько у него воинов. А на обратном пути велел взять по камню. Так он знал, сколько его людей погибло. Осталось, да, сколько? Темир и в последующем его внук Улугбек предпринимали походы и против кыргызов. Это, кстати, умно он с камнями сделал, прикольно. Великие воины леса, писал Улугбек о кыргызах. После смерти Улугбека в 1449 году в Центральной Азии больше не стало сильного государства, что было великолепной возможностью для кыргызов наконец объединиться. Тот, кому было суждено это сделать, рождается в 1470 году. И кто же это? Звали его Тагай-би. Родился он на Алае. Брат его был Адыгине-би, который был главой местного племени. После смерти своего брата Тагай-би решает ехать на север, чтобы объединить кыргызские племена. За короткий срок он завоевывает уважение на севере. Собирает Курултай всех кыргызских племен Алатоо в Барсконе в 1508 году. И объединяет их... Кстати, вот этот вот знак как раз таки находится на флаге. Я помню, как мне рассказывали, это то, что на потолке у юрты находится, то есть такое сплетение как бы. Под одним знаменем. Тагай-би получает большую поддержку. Его поднимают на белом волоке и объявляют единым бием для всех кыргызских племен. Ведь ханом в те времена мог быть только Чингизид. Первым делом он помогает магалистанскому султану Саиду завоевать Кашгар. В 1514 году его одаривают подарками за заслуги. Однако позже видят в нем потенциальную угрозу и 3 года спустя решают захватить в плен. 12-тысячная армия входит в его ставку в Барсконе, захватывают и сажают в темницу в Кашгаре. Убить не смели, потому что боялись бунта со стороны кыргызов. В 1522 году его отпускают, и уже в 1524 году Тагай-би пытается заключить союз против султана Саида с казахским ханом Таиром. Однако в 1526 году планам приходит конец. А почему? Султан Саид обратно сажает его в темницу и держит там уже до самой смерти. То есть, получается, он в темнице просидел довольно много, 7 лет. В 1533 году. Тагай-бия очень уважали в народе, поэтому никто не решался занять его место, пока он был жив. Его заслугой является первое объединение кыргызов в Центральной Азии и сохранение целостности Самое первое объединение. Родившись на Алае за всю историю всех на Иссык-Куле, Тагай-би мечтал о единстве народа, мечтал о суверенном и независимом государстве. Флажок. Что и произошло через много веков,
в Что мы видим и сейчас. 1991 году. В общем, как мы понимаем, нас ждет еще такое огромное количество информации, то что ее просто невозможно сейчас сосчитать. Ну вот, друзья, как я вам и говорил, по-моему, во второй части, сейчас начинает происходить все самое-самое интересное. Сейчас начинается первое объединение кыргызов в Центральной Азии, а потом они станут единой державой, и нам это все предстоит с вами увидеть и посмотреть уже в четвертой части. Ну а если вы, друзья, хотите, чтобы четвертая часть вышла как можно быстрее, может быть уже на этой неделе, то обязательно ставьте лайк этому видео, поддерживайте меня, пишите в комментариях крутое свое какое-нибудь мнение, и чем больше лайков, тем быстрее выйдет следующая часть. Это для меня будет огромной мотивацией, поэтому если вам интересно, пишите в комментариях. Может быть еще что-нибудь интересное по поводу этого расскажу, тоже пишите. Поэтому как-то вот так, друзья, огромное спасибо за поддержку. Опять-таки я не перестаю этого повторять, что история Кыргызстана огромная и богатая. Я думаю, нужно уже прекращать это говорить, потому что кажется, что я это повторяю в каждой части, хотя так оно и есть в принципе. Самое интересное еще впереди. А сейчас первое объединение, кыргызы с монголами. И я, кстати, не знал то, что кыргызы и монголы так похожи. Это для меня было открытием. А для вас? Пишите в комментариях. Все, друзья, огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Саша, и великая история Кыргызстана с канала Тентек Тентек. Пока-пока, друзья.